Так, друзья, доброе утро. Приехала на рынок. Немножко поснимаю, но буквально секундочку времени нету. Приехала за куриной грудинкой. Отхёчхан холдат. Так, я вас немножко поснимаю, ваш товар. Так, тут прямо дегустация идет колбас. Видите как? Чечнер вахави? Могадекер. Местный, да? Так, вот такая вот у нас полевая кухня, считай. Колбасы прямо с дегустацией продаются. Редиски навалом. Девочки, ходи к редисках, а? 60, 50. Так. Мне надо купить куриную грудинку. Заказ куриных котлет. Ну, короче, куриную продукцию заказ сделать. А мой выходи. Это не мойва. А что это? И сколько она? 160 рублей. Мойва, хочешь отбавить? Никогда не ела. Вот такая рыба. Да? Да. Сколько стоит? 160 рублей. Давайте 2 килограмма. Очень вкусная рыба. Вот ставридовая рыба, лакенра. Тоже никогда не ела. Она стоит 300-320, я за 220 продаю. Да. Она без костей, очень вкусная рыба. Ставрид би, такая же, вкуснее чуть-чуть. Да. А хек сколько? Шейк 220, окунь 220 у меня, 280 здесь, у меня 220. Так. Я не жадный. Немного денег любите, да? Ну, почему? Деньги я люблю, конечно, но зачем жадничать? Интересная рыбка. Она и вкусная, что там. Короче, типа как мойва, да? Да, она и вкусная еще. 160 рублей, два полна. Сколько? 160. Хочешь арбаган? Я хам мойва, бац. 200 бац. А скумбрия сколько? Скумбрия 200. Короче, на рынке изобилие, конечно, всего. Шамка, ходи. 110. Хафиди, грудинка. 300 где? Свежий, да, Я уступлю, сказала. Да? Да. Ну хорошо, уговорила. Так, короче, девочки, вот будем брать грудинку. Покрупнее, не знаю. 4 килограмма, чтобы было. Даже 3 халтова стоит, наверное. 3 сделай, ага. Сколько? На сколько? 3,820. Сахаря. Сейчас посмотрим, на какую цену. Может, оставить все? На 1100 рублей. Оставить? Ну, оставила. Так, друзья, вот сразу и семена купила. Все, сезон пошел. Меня не оторвать ни от семян, ни от чего. Так, ну ладненько, все, побежала, купила кое-что, потом вам покажу. Так, ну вот наш утренний рынок. Просто быстро пробегаешь, у меня времени очень мало. Бананов какой-то. Buranın aldım da yere.
Так, друзья, ну вот я приехала с рынка, мы уже поели, позавтракали, покормила их, потому что я ездила очень рано, еще не было 7 часов, как я выехала. Я еще со вчерашнего дня заказала такси и поехала на такси. И дело в том, что вот, ну, покажу вам быстренько свои покупочки, мне нужно делать заказы. Я вам потом потихонечку, когда буду делать, объясню, что и как. И вот что я купила. Вот, купила черемшу, 10 килограмм. Значит, купила морковь, капусту, что еще? Вот, специально ездила для даже из-за этой грудки куриной. Купила вот такую куриную грудку, тут 3 800. Увидела щавель, захотела борща зеленого. Вот, купила щавель, пучок. Лучок купила зеленый, зелень купила, вот. Редиску купили, но уже 2 пучка редиски и пучок лука съеден. Так, и покупала такую колбасу, тоже и колбасу, одну палочку уже съели. Подарили мальчики себе быстро, потому что я завтра ничего не делала, уходила. Так, что еще? Купила такую приправу для курицы, сухари панировочные, купила соевый соус. И не знаю, мне там нужно, что нужно, наггетсы никогда не готовила. Кто-то добавляет соевый соус, кто-то добавляет уксус. Вот не знаю, какой мне сделать для них маринад. Посмотрела, полазила по просторам ютуба, думаю, сейчас какой рецепт все-таки сделать. Так, купила немножко помидорок, огурчиков, тоже еще уже накрошили салат. И купила 2 килограмма мяса, и сразу же там же мне его перекрутили. На мясо опять пошла наценка, шейная вырезка стоит 440, стоила 420. Уже видите, на 20 рублей мясо подорожало у нас. Так, купила рыбку, не знаю, какая она будет, потому что мама очень любит мойву. Я хотела мойву, я даже не думала, что это мойва такая крупненькая. Он говорит, нет, это не мойва, это салата. Друзья, эту рыбу я никогда не ела, не знаю. Вот, покупала я почти 2 килограмма, но сестра сказала, что она ей очень нравится, и я половину отдала сестре. Дома пожарить. Вот, хотя она говорила, нет, я сама куплю. Видите, такая вот рыбка. Не знаю, пока еще не готовила, что за рыбка. Но она была такая недорогая, 160 рублей за килограмм. Мой это очень дорогая уже. 270, 200 в каких-то местах. Вот попробую, если будет понравиться, буду покупать такую рыбку. Так, и что я еще купила? Купила очень много семян, друзья. Не знаю, что я хочу, но купила много семян. Сейчас вам их, может быть, покажу, может быть, потом покажу. Семян действительно очень много. Так, вот, смотрите, какие семена. Не буду сейчас показывать именно акцент делать, сколько, что и какие они. Вот когда буду что-то сажать, наверное, тогда и буду вам говорить. А пока вот видите, короче, на 1200 рублей куплены у меня семена. Вот так вот. Тут все, и петрушка, и укроп, и цветы, и фасоль. Спаржевая фасоль у меня в прошлом году плохо взошла, и у меня нет семян. Купила вот такие вот, видите, помидоры, какие интересные. Я как-то сажала, они черные. Они получаются вот такие вот, друзья, это точно. Вот, не знаю, поздновато, может, нет, но купила кое-какие семена. Да, и вот купила вот такой вот лук. Сибок называется, наверное, да, ну, на зелень купила, правда. Можно было бы еще покрупнее купить на зелень, но что-то я на рынке не нашла крупнее. Выбирать из того, что продается на, ну, обычные из еды, хотела сначала выбрать на еду, которая продается лук, но было времени мало, мне надо было быстро ехать домой. Ну, посажу его. Я, знаете, как делаю обычно? Вот купила сейчас 4 баночки. Везде было по 100, по 80 рублей. У этого мужчины было по 50. Купила 4 банки. В принципе, наверное, просто он не пропаренный, скорее всего, и поэтому был дешевле. Но мне он, в принципе, и не нужен. Я на головку лук не сажаю практически. Там, ну, чтобы остается, получается, головка получается. А так, чтобы специально посадить лук на головку, я этого не делаю. Потому что мне так посадить в огороде и не хватит его на семью. Поэтому я не заморачиваюсь этим. А лук осенью бывает дешевый, прям копеечный. И за 12 рублей можно бывает купить, и за 15, потолок 15 рублей он стоит.
Так что поэтому я не сажаю лук на головку. Вот так вот, друзья. Ну все, сейчас разберу это и буду работать над филешками. Так, и, друзья, начала я разделывать грудинку. Значит, 2 грудиночки я пока взвесила, пока они были грудинками вот такими вот, чтобы посмотреть, какой у меня выход. Короче, получилось, что 2 грудинки у меня весили. Написала на картонке. Самое главное, не вижу. Так, кило 543 вместе с косточкой. 446 грамм у меня косточки и кожица получилось. И кило 97 получилось чистое филе. Короче, получается, что килограмм примерно этого филе обходится мне 290 рублей. Вот такая калькуляция, короче. Не знаю, там дочка рассчитает сама, что да как. Мне не хочется заморачиваться. Так, и вряд ли мне хватит этой курочки, мне так кажется, по-любому. Ну, посмотрим. Сейчас просто... Сначала я сделаю эти наггетсы все-таки. Вот. А потом уже будем делать котлеты. Будем учиться делать наггетсы вместе. Так, ну вот такие вот жилки, прожилки, жирочки, что ненужное, уберем. Вот век, живи, век учись. На старости лет надо учиться еще и наггетсы делать. Так. Сейчас. Петухи мои разорались, раскричались. У меня уже петушок из первых цыплят тоже так кукарекает бодро. Прям хозяин у меня кладовки с курочками. Вчера, друзья, я же говорю, я ничего не снимала, ничего. Единственное, что я вчера сделала, то я почистила под всеми цыплятами. Убрала у них значит, как они их делают. Вот так вот. Интересно, я не маленькие их делаю. Так. Некоторые длинные в полоску делают, я не знаю. Некоторые пошире, квадратиками вот такими вот. Не знаю. Девчонки, не знаю. Ну все, нарежу, потом подключусь. Так, друзья, я сейчас просто покажу, как я буду делать маринад. То, что я вас не учу, вы, наверное, поняли, потому что я сама в этом ничего не разбираюсь. Ну вот, нарезала я вот такие вот кусочки, некоторые побольше, некоторые поменьше. Ну, в принципе, постаралась сделать более-менее одинаковыми. Сейчас их сложим сюда. Так, грудинку, все, я это уже давным-давно вымыла, короче, вымыла и стекла вода с них. Так, вот, положили в чашку. Теперь посолить. На глаз посолить, поперчить. Так, красный перец, черный перец. И хочу немножечко добавить приправу для курицы. Так, не знаю. Ничего. Пахнет вкусно. Вот так вот. Если она острая, не острая. Вот так, вот так. Где-то у меня был чесночный перец. Я еще хотела добавить. Вот куда я его положила? А, вот он. Ну, пусть будет чесночный перец.
добавим соевый соус. Там в некоторых рецептах стоит уксус, но я хочу соевый соус. Теперь перемешаем. И пока я буду делать другие заказы, грудинка, наверное, постоит. Но мне не хватит этой грудинки, потому что мне нужно сделать 3 пакета куриных котлет, как она говорит, по 900 грамм, и 3 таких пакета. Тут не хватит на это. Это явно. Что мне делать с этим заказом, я не знаю, дорогие мои. Вот что значит неопытная. Так, и накрою пленкой. И пусть стоит теперь. Там посмотрим. Я несколько штук пожарю, наверное, и посмотрю на вкус. Нельзя же отдавать, если они не будут вкусные. Всё. Так, теперь дальше буду работать без вас, мои хорошие. Пожелайте мне удачи. Так, друзья, начала чистить остальную курочку. И вспомнила, что я неправильно сказала. Прослушала свою запись. У меня выходит филе не 290, а 447 рублей за килограмм. Представляете, я неправильно посчитала. Я умножила на 190, где надо было умножать на 290. Вот такой вот я математик. И такой я торгаш получается. У меня никогда в жизни не получалось торговля. Так что не знаю. Физически работать, пожалуйста, но торговля не мое. Так, ладненько. Я вспомнила, что, думаю, не хочется переписывать, перезаписывать. Ну вот, мои хорошие, подготовку я сделала. Значит, смотрите, котлетный фарш, фарш для голубцов, говяжий фарш для котлет, куриный фарш для котлет, все приготовлено. И наггетсы пока маринуются. И капусту я за это время успела пробланшировать и разобрать на листики и отрезать жесткую кочерышку, жесткую. Так, не знаю, вряд ли я успею сегодня, наверное, запустить свой ролик, потому что уже поздно, уже 5 часов, представляете, мне столько всего за это время, столько раз приходилось отлучаться. Так, я даже сегодня число не знаю, смотрю, какое число, 25 марта, короче, друзья, я снимаю. Если что, если сегодня не зашел ролик, то уже будет он завтра. Так, и перед тем, как это самое начать, что я буду делать, я насчет лоточков. Друзья, меня несколько человек спрашивали, где я их покупала, или говорили, что они вам нравятся. Покупала тут рядом, недалеко от меня есть магазин, ну, минут 5 на машине, если поехать. Не в моем селе, но чуть-чуть подальше, недалеко, короче. И я точно не знаю, сколько они стоят, 200 с чем-то. Сколько точно не могу сказать, 4 штуки упаковочки. Если что, если вам нужны, я могу их выслать, купить и выслать. И имейте в виду, мне с них ничего не надо. Не для торговли, для меня. Вот сколько они стоят и сколько пересылка. Все. Просто если вам нужно, я могу вам выслать. В пятницу обычно у меня у Ибрагима выходной. В пятницу он может отправить. А купить я куплю даже по интернету. Ну, через Инстаграм, короче говоря, можно, они делают доставку. Вот такие вот дела, друзья. Сейчас будем делать котлеты. Так, руки у меня мытые и чистые, просто я хочу смочить. Значит так. Забыла, зачем я кулечки выбрала. Мне нужно взвешивать каждую котлетку, чтобы они были одинаковые. Так. Опять мне попались неудачные весы. Это что-то. Очки, весы и телефоны мои враги. Друзья, я их столько ломаю. Как в аптеке. 100 грамм она мне сказала, должна быть одна котлета. Не знаю.
Так, у нас круглых котлет обычно не делают, не берут их. Должна быть вот такая форма, и причем не биточки, а именно приплюснутые вот так вот. Что-то мне не нравится форма. Такая вот котлета. Так, фарш я добавила, я сейчас скажу. 3 большие, правда, луковицы. 2 средние картофелины. И 4 ломтика хлеба. На килограмм фарша. Соль, перец, черный, красный перец по вкусу. Все, чеснок я не добавляю. Я даже дома для котлет не добавляю чеснок, потому что я сама не люблю запах чеснока в котлетах. Я даже в пельменях не люблю запах чеснока, если честно. Вот так вот. Ну все, друзья, больше пока не буду вам показывать. Покажу вам готовый результат. И вот у меня получилось, друзья, 18 котлет говяжьих. Вот. Говяжьи котлеты я замораживаю без муки, без подсыпки. А куриных вот 6 я уже сделала. Вернее, не 6, а получается уже 11 же, да, 3, 3, 6 и 5, 11 уже сделала. И еще 2 вот штучки. Просто хочу показать. Вот. Точно так же, как и форма, как у говяжьих. Просто я в сухари панировочные сыплю немножечко паприки, чтобы были немножко красного цвета. Сухари попались очень такие грубые. Вот на наггетсы очень хорошо. Но на котлеты можно было бы, чтобы и помягче были. Ну ладно, какие уж есть. Так вот, друзья. И мой день практически проходит. Ну ничего. Самое главное, мы здоровы, мы в движении. Конечно, кто-то... Людмила мне писала, что, наверное, ноги гудят вечером. Да, гудят, я не буду врать. Ноги гудят, ноги болят к вечеру, если вот так вот много работала. Но дело в том, что мои мальчики, особенно младший, каждый вечер мне их массажируют. Это надо признать. У меня уже даже вот привычка вошла, что если он мне не сделает массаж, я практически даже не могу заснуть. Вот как будто бы вот чего-то не хватает, когда ложусь. И как говорится, рай мужчины же у ногах матери получается, так что мои сыновья добиваются себе рая, массажируя мне ноги. Мне и старшие массажируют, если честно. Нисколечко им это не это. Ну, никогда не отказывают. Если нет Ибрагима, или вот там иногда раньше заснет, пока я зашла. Делают массаж и старшие. В этом проблемы нету. Я знаю и чувствую, что мои дети меня любят. И меня, вы знаете, действительно, это может быть и некрасиво, но меня это как-то, как бы даже не знаю, как сказать, успокаивает или как-то, я не знаю даже, вот, что я знаю, что я нужна своим детям, что они меня любят, что они меня ценят. А это, по-моему, для родителей самое главное. Машаллах, я не могу жаловаться на это. Все, короче, 13 котлет куриных получилось. С килограмма фарша получилось 18 говяжьих котлет. Из килограмма куриного фарша получилось 13 котлет куриных. Вот так вот, друзья. Теперь будем делать голубцы. Сейчас помою руки.
А вы знаете, мне все-таки понравились наггетсы. Я пожарила 2 штучки, посмотрела специально, как получились на вкус. Очень вкусные. Так что будем теперь делать наггетсы. Значит так. Мука. Яйцо. И сухари. Очень мягкое получилось после того, как пожарила я. Правда, надо, знаете как, раскалить хорошенечко сковороду, но потом огонь убавить, чтобы был такой средненький, потому что в середине не зажариваются. Вот так вот. Легко и быстро, причем я даже не додумалась. Я обычно стейки делала, чтобы так быстро, когда нужно быстро. А наггетсы не делала никогда. Что можно готовить. Так, вот так накидаем. Может быть, кто-то будет писать, почему без перчаток. Но я лучше тщательно помою руки, чем с этими перчатками. Не справляюсь я с ними, если честно. У меня специально лежит хозяйственное мыло на кухне. Постоянно мою руки хозяйственным мылом. И это не просто прям вот из-за камеры, а действительно мою руки хозяйственным мылом. Я действительно боюсь вот этого всего, если честно. А сухари попались как раз такие, какие нужны для наггетсов. Грубые такие, грубого помола. Так, ну ладно, не буду вас больше томить. И получилось у меня наггетсов, вот, не знаю, как и что. Короче, кило 542 грамма. И 2 штучки я еще пожарила на пробу. Это из килограмма. Видимо, после всех этих манипуляций 500 грамм прибавилось к килограмму. Сухарей, яйца, все, что тут было. Короче, не знаю. Друзья, посмотрим. Голубцы уже начинаю делать понемножечку. Так, но не буду вас тоже долго томить, ничего такого нового я не покажу. Так вот завернем. У меня капуста оказалась не очень хорошая, пришлось варить другую. Очень жесткая оказались листья, прям вот у меня не заворачивались даже, настолько грубая и жесткая была капуста. Вот. Вот так вот заверну. И потом я вам скажу, сколько у меня получилось с килограмма фарша голубцов. Голубцы мои готовы. Лоточки у меня закончились, к сожалению. 3 лоточков у меня нет дома. С незамороженными котлетами забрали, когда был заказ. Ну, сношеница моей дочери младшей. И они не вернули мне их домой. Поэтому 3 лотков у меня не хватает. Но заморожу в этом блюде, ничего страшного. Так, друзья, у меня получилось где-то 2,5 килограмма голубцов с этого килограмма фарша. Вот так вот. Теперь положу в морозилку. Все, а теперь у меня осталось немножко филешка, 600 грамм. Из нее я еще сделаю наггетсы. И мне не хватает, мне нужно еще сделать котлетки. И
Куриные котлеты тоже не хватает по заказу, но у меня филе нет. Наверное, наггетсов как раз будет их сделать. Вот единственное, у меня чуть-чуть нехватка будет куриных котлет. Ну, не знаю. Уже будет Танзила с этим разбираться. Она мне сказала купить 3 килограмма. Я даже 3 800 купила куриные грудки. Но все равно вышло так. Вот так вот, друзья. Ну, на этом свой влог я закончу. Сегодня вряд ли я его запущу. Он выйдет, наверное, только завтра. Потому что дел много. И монтировать долго. Так что вот так вот. Ну все, мои хорошие, всех благ вам. И огромное вам спасибо за ваши просмотры, за ваши комментарии. Причем такие комментарии, что в действительности мне хочется каждый день и снимать, и выкладывать, хоть я и не успеваю. Но все-таки огромное вам спасибо. Я вам действительно от души благодарна. Еще раз огромное спасибо. Всем здоровья, всем мира, удачи и всего хорошего. Ну вот как-то так у меня.